Надо сказать, что все мы знаем историю по-разному. Мы знаем историю такую, которую преподают нам в школе, и такую, которая является профессиональным знанием. Это две разных истории. И если профессиональная история, она стремится к тому, чтобы познать истину без попыток подсуживания своим, попытается чисто рационально, без, как говорится, аргументов, эмоций, эмоциональных аргументов имеется в виду, найти истину, то вот национальная история — это как раз таки часть идеологии, которая пытается как бы создать определенную историческую память, консолидировать население вокруг каких-то мифологических побед, поражений. Ну и это такой неизбежный момент. Конечно, это то, что на самом деле неизбежно, и оно есть везде, у всех народов. Не надо говорить, что какие-то народы мифотворцы, какие-то нет. У всех народов есть и профессиональная история, и национальная история. Профессиональная история — чистое как бы поле разума. Национальная история — это поле эмоций, там, где, в принципе, вам выстраивают картину. И здесь как раз-таки хотелось бы коротко сказать, что на самом деле очень важный момент, что профессиональная история и национальная история, они между собой мало чем отличались. То есть, чтобы разрыв был между ними минимальный. И тогда уже как бы и у профессиональных историков никаких претензий не бывает к идеологам и мифологам, как говорится. Это все, в принципе, основано как бы на таком, то, что есть. И здесь у нас как бы мы все вот в Татарстане, в Казахстане являемся как бы наследниками советской парадигмы изучения Золотой Орды. Все мы помним постановление 1944 года, когда, в принципе, был запрещен изучение эпоса Едыге. Причем самое интересное, что так вышло, что 4 народа, которые себя возводят к Золотой Орде, в той или иной степени в 30-х годах одновременно вели деятельность в одном направлении. Это говорит о многом. Там не было никакого заговора казахско-башкирского или казахско-татарского или каракапакско-татарского. Каракапакские, башкирские, казахские и татарские интеллектуальные элиты двигали Едыге как одного из главных национальных героев у себя. У татар выходил Накий Санбет с его книжкой про Едыге. У нас был Алькей Маргулан, который тоже книжку про Едыге написал. Но потом, чтобы не попасть под репрессию, он книжку уничтожил. И вы эту книжку больше нигде не найдете, потому что человек спасал себе жизнь, и как бы нет книжки, нет дела. А так бы он мог присесть, и мы бы меньше знали о нашей истории. То же самое касалось башкир, у них были тоже свои как бы репрессии. Ну, насчет каракапакских исследований по Едыге мы не знаем, чем там было закончилось, потому что этот кейс мало изучен. То есть были попытки, но потом эти попытки быстро прекратились. Соответственно, советская власть она стала выстраивать ту версию истории, которая на самом деле является очень далекой от реальности. И в этой версии истории главной книжкой стала эта книжка Грекова и Якубовского, которая говорила о том, что вот Золотая Орда — это хищное паразитарное государство, которое на самом деле ничего хорошего не несет, то есть оно только может всех грабить, но ничего интересного там нету. И, соответственно, всем остальным народам, которые там были, предлагалось найти свое место, которое не связано с Золотой Ордой. Соответственно, понятно, у татар возобладала концепция булгаризма, то есть мы тоже страдали от Золотой Орды, вот русские княжества страдали, мы страдали. Соответственно, выстраивалась какая-то общесоветская легитимность. Тем более стоит отметить, что потом выходила книжка такая «Татаро-монголы в Европе и Азии», где почти все народы СССР пострадали от татар-монгол. Ну, как бы, в том числе и татары, которых как бы фактически булгарами назвали. Вот. И казахи тоже. У нас то же самое выстроилась концепция. У нас выстроилась концепция тоже по черно-белому лекалу. Вот были благородные, хорошие кипчаки и вот плохие монголы. Монголы пришли, у нас там 99% уже интогенез сложился, но пришли монголы, все перемешали, и мы там уже 3 века восстанавливались после них. Там как, ну, это абсолютно на самом деле фейк и неправильное понимание истории, но вот оно было. Потому что, в принципе, национальным элитам нужно было выживать и показывать какую-то картину, которая не противоречила бы установкам, как говорится, идеологии коммунистической партии. Вот это как бы главный момент, который появился. И понятно, что когда была выбрана эта как бы колея, соответственно, начались развиваться уже как бы исследования по происхождению тех или иных народов на основе вот этих всех антизолотарынских мотивов. То есть каждому народу была придумана своя концепция, то есть понятно, что татар, как бы сказали, они булгары, то есть к Золотой Орде никакого отношения не имеют, казахи, они кипчаки, тоже к Золотой Орде никакого отношения не имеют. Притом там нам придумали фантомное государство Акарда, то есть, которое на самом деле является всего лишь резиденцией ханов. И потом оно вот было хорошим и пушистым, а вот Золотая Орда была плохим. И, соответственно, вот плохие парни нас там вечно тоже эксплуатировали, как русских княжеств и булгар в свое время. Соответственно, понятно, что эта концепция, она долго не могла прожить, потому что она абсолютно была не исторична и не подходила под эти все дела. Каракалпакам придумали концепцию, что они происходят от неких черных клобуков, которые жили до монголов. Соответственно, тоже вместо кипчаков появились черные клобуки.
У башкиров у них появилась своя концепция, и у крымских татар тоже своя концепция. Ну и понятно, что всех как бы разделили по национальным квартирам. И самое интересное, конечно, если мы посмотрим школьные учебники по истории, например, в Казахстане, я не знаю, как в Татарстане, но обычно там разделение, там, где живут северные, ой, в смысле, вот западные и восточные кипчаки, оно строго походит по границам России и Казахстана, например. Ну, потому что тогда уже понимали, где граница находится, ну, в кавычках, такой сарказм в определенной степени. То есть надо понимать, что в то время как бы был большой идеологический заказ, и, соответственно, Золотая Орда была изъята из, как говорится, оборота, как говорится. И здесь вот мы подходим к тому вопросу, конечно, это у вас уже больше знают. На самом деле в 90-х годах в Татарстане прошла большая революция, и, как бы, которая была среди историков. Это была война новой и старой школы историков, где, в принципе, была новая волна, которая татаристы, так называемые, которые, в принципе, победили. И здесь я вот как раз хочу сказать, что вот когда все эта война закончилась, надо понимать, что начинается взаимодействие разных национальных версий школ. И тут самое важное не искать первородство. То есть у нас вот буквально вчера вышла статья, критикующая Казахстан в определенной степени, и там, в принципе, сказано, что единственный главный наследник Золотой Орды – это вот Ногайская Орда. Остальные это так, там, пытаются подмазаться, как говорится. На самом деле, конечно, это не так. Надо сразу говорить, что когда ученые пытаются сказать, что такой-то народ является главным или единственным наследником другого народа, там, Золотой Орды, это все политизация, это не наука. Поэтому надо понимать, что да, Золотая Орда, она есть, но это общее прошлое, которое не надо делить. Если мы его начинаем делить, это начинаем резать по-живому, называется. Потому что эпос Едыге есть и у татар, и у казахов, и у башкир, и у нагайцев, в Сибири, в Добрудже, где только нету. Поэтому нельзя его назвать там эпосом, который принадлежит только какому-то одному народу, потому что он разошелся. То же самое касается там Кобланды, Аккубека там, и других эпосов, которые на самом деле встречаются много где. Поэтому это самый главный момент, который мы хотели бы отметить, что Золотая Орда – это наше общее прошлое, которое не стоит никогда делить. Это то же самое, что вот у семьи есть 5-10 детей, и вот папа, мама, чьи они? Они общие, их нельзя поделить, там, нога от папы, там, все. Это все как бы общее наследие, поэтому в целом, когда мы говорим про Золотую Орду, это очень важный момент, что мы должны избегать национальных этих школ и попыток там, национализации, политизации, с тем, чтобы говорить о том, что, во-первых, это надо изучать более комплексно и понимать, что это общее прошлое, которое не стоит как бы делить и драматизировать. Если мы говорим про национальные истории, то вот мы уже затронули, национальная история татар была своя, у казахов своя, у узбеков появилась своя национальная история, им придумали государство кочевых узбеков, которое тоже было никак не связано с Золотой Ордой. И самое интересное, до сих пор некоторых исследователей наши ставят границу в Золотой Орде между татарами и узбеками как раз по границе Казахстана с Россией. То есть все, что западнее, там, восточнее Волги, это вот узбеки, все, что западнее Волги, это татары. Ну и, конечно, это не совсем так. Потому что на самом деле, когда мы говорим про узбеков и татар, в том понимании, в котором это было в Средневековье, это был два названия одного этноса. И вот когда говорят про узбеков, там, например, Мирза Хайдар Дулати пишет о том, что вот были такие узбекские царевичи Кафы и Крыма. То есть это понятно, Кафа и Крым это вот Крым, по сути. И, соответственно, его нельзя считать там чисто вот такой, принадлежащий там какой-то народу, и что вот узбеки жили именно только восточнее, получается, Волги. И вот им придумали концепцию кочевых узбеков, которая на самом деле тоже, она, во-первых, была не совсем правильная, во-вторых, она тоже была такой дискриминационной, например, по отношению к казахам. Казахов признавали младшими братьями узбеков. Вот старшие братья узбеков ушли, в Узбекистан, а младшие казахи остались. И вот как бы тоже вторичная такая концепция, но из-за того, что в Казахстане не было нормальной, сильной интеллектуальной элиты, которая могла бы, условно говоря, сказать, что вот эта концепция вообще на самом деле выеденного яйца не стоит, из-за этого даже эта концепция нам попала в школьные учебники. Мы от нее только сейчас избавляемся, потому что она на самом деле неправильна в этом плане. Ну и понятно, сейчас у них тоже происходят процессы, у них там из-за того, что Ислам Каримов был Самарканда, вышло так, что Тамерлан стал как бы главным национальным героем, но проблема в том, что есть тут жесткое противоречие, которое на самом деле им стоит их интеллектуалам в будущем решить, потому что, по сути, если мы все берем исторические источники, то Тамерлан всегда побеждал узбеков. То есть узбеков именно то кочевое население Усть-Джуч, которое там жило. И, соответственно, как бы для простого населения будет очень трудно понять, как отец узбекской государственности как бы воевал с как бы населением этой государственности в будущем. Поэтому в целом это такие очень сложные вопросы, и надо понимать, что все эти термины, они меняли свое содержание, и их нельзя воспринимать вот по-простому, примитивно, как делают многие люди, когда пытаются на основе одного названия там удлинить историю и сказать, что там то-то от того-то происходит.
Дальше, ну, сейчас тоже происходят моменты вот как раз таки касательно, ну, вот буквально 2 недели назад вышла статья, вот как раз таки, которая говорится о том, что только нагайцы являются наследниками Золотой Орды. Тоже не так. Нагайцы тоже как бы часть вот этой истории. И тут еще самый главный, очень важный момент. Для того, чтобы понимать, как вообще воспринимали наши предки эту историю, надо всегда обращаться к первоисточникам. И, наверное, самый главный первоисточник, который по этому периоду находится, это Кадыргали Жалаири, который издал Джамиат Таварих, написал ее. И именно через вот этот источник мы можем увидеть, как они видели вот это все этнолингвистическое поле. И для них это, безусловно, было одно пространство, и они не делили, то есть у них нету там, у него нету термина казахское ханство, казанское ханство, нет крымского ханства. Для него это все юрты, там, у него все делится на династии. То есть есть вот Едыге, есть Хаджи Мухаммед, есть Хаджи Гирей, есть Урусхан. И вот эти как бы юрты, это изначально вот такие вещи. И при этом надо понимать, что для 15-16 веков разница между татарином, узбеком, как бы нагайцем, казахом, ее в принципе не было. Вот классический случай, когда у нас был нагайский бек Алаш, который вместе с другим нагайским беком Агишем, его братом, они были нагайскими мурзами. Перешли под крыло казахского Касымхана, стали казахскими князьями. Но литовская метрика их фиксирует как казахских князей. Обратно перешли, стали обратно героями нагайских эпосов. То есть, и человек как бы поменял национальность. Но это не говорит о том, что это, тогда национальность была что-то такое. Просто тогда принадлежность к политической партии, политическая лояльность относила человека к какой-то общности. И то есть, если он назывался, там, условно говоря, казах, это значит, что он признавал власть правителей этого ханства. Но это не значит, что он там родился таким. И вот у нас получается даже в Казахстане вот есть такие моменты, что в 1465 году появляется казахское ханство, и вот все люди там, с 1 января 1965 года решили, что вот мы теперь казахи. Ну, это на самом деле неправильно. То есть, и классическое понимание, вот, то есть, например, у казахов там то же самое было, что у нас есть Мирза Хайдар Дулати, который пишет о том, что казахов было 1 миллион, и буквально за 15 лет нас стало 0. То есть это не говорит о том, что там соседние народы, типа нагайцы или татары, устроили геноцид казахам. Это говорит о том, что просто казахское ханство, население которого было, оно раскололось и приняло подданство нагайцев, там, сибирских татар, шибанидов в Центральной Азии, либо там магулов. И это население перетекло в те улусы, и фактически как бы, они исчезли не из-за геноцида, а потому что просто поменяли маркировку в определенной степени. А потом уже как бы шел обратный рост, когда там появился Хакназар, который восстанавливал казахское ханство. Поэтому нужно четко понимать, что для 16 века термины, вот, которые мы используем, татар, нагаец, там, казах, это все условные термины, которые являются политонимами. То есть изначально это просто политоним. И только после 17 века, когда приходят сюда уже там, ойраты, тогда уже мы видим четкое разграничение между там уже, которое появляется между там, казахами, нагайцами. То есть утвержденные такие политические партии, они становятся более такими твердыми, и, соответственно, начинает появляться разница. И для казахов, например, и для каракалпаков очень важен момент, который на самом деле отмечается в эпосах. И здесь, конечно, можно вспомнить Вадима Викторовича Трипалова, знаменитого исследователя Золотой Орды. Он, в принципе, когда говорил про 16 век, он говорил, что вот да, история Золотой Орды это 13-15 века, но 16 век это инерция единства улуса Джучи, когда улус Джучи он был еще един. И переходы часто случались между разными улусами. То есть, соответственно, это как бы очень важный момент. И для казахов-каракалпаков в народной памяти об этом писал еще Шухан Валиханов и другие наши исследователи, и каракалпакские исследователи. 1597 год и смерть Ураз Мухаммеда Бия Большой Орды становится главной точкой, когда уже начинают практически расходиться разные вот эти, как бы, государства будущие. То есть вот фактически мы получаем точку отчета. То есть в 1597 году умирает Кучум-хан, умирает Ураз Мухаммед, Би Большой Орды, появляются каракалпаки, как часть Большой Ногайской Орды, которая ушла к Ташкенту, и, в принципе, начинается вот обособление. И если, например, раньше все жирау, которые там были, они были такими общими, то уже тут появляются жирау, которые начинают расходиться. Например, Кастуган жирау, это чисто, конечно, ногайский жирау, который переселился из Большой Орды в Малую Орду. У нас появляются свои жирау уже, Жембет жирау, там другие исследователи. Поэтому в целом, когда мы говорим про национальную историю, надо понимать, что все это условности, и мы имеем общие корни, но просто они начали расходиться, и расхождения шли постепенно.